В январе у 4 учеников столичной школы номер 32 медики зафиксировали корь. Сейчас они находятся на лечении. А в самой школе приняты все меры предосторожности по недопущению дальнейшего распространения этой болезни. Так, у всех детей на входе измеряют температуру. Ученики класса, где была выявлена корь, учатся и питаются изолированно. 17 января к нам поступила информация о том, что один ученик болеет корью. В тот же день наша медсестра позвонила в Центр семейной медицины, и врачи провели вакцинацию всех детей класса. Потом, 27 января, несколько родителей пришли в школу и написали отказные от вакцины. 2 детей, родители которых отказались от вакцины, заболели. Сейчас один из них лежит в больнице, 2 лечится дома. В общем, в нашей школе болеют 4 ученика. Соблюдаются все меры предосторожности. С начала года по всей стране было выявлено 1100 случаев кори. Например, в Центре семейной медицины номер 3 в январе этого года у 102 обратившихся диагностировали корь. Чаще всего болеют дети возрастом до 2 лет. Только в этом месяце было такое, что в одном доме заболели и мама, и сын. Это все из-за отсутствия вакцины против кори. Если все члены семьи привиты, то риск заболеть почти на нуле. Заболевший ребенок может заразить и взрослого, а у взрослых болезнь протекает тяжело. Основная причина вспышки кори по анализу Минздрава – это отказ родителей от вакцинации своих детей. В частности, против прививки выступают молодые родители от 25 до 30 лет. Также в группе риска дети мигрантов, проживающие у родственников. Они часто остаются без контроля и не получают вакцину. В борьбе с корью в 2015 году мы вакцинировали более 1,5 миллиона человек, среди которых дети от 3 лет и взрослые до 20 лет. Также при поддержке ЮНИЦЕФ и ВОЗ было закуплено более 1 миллиона доз вакцины на сумму более $1 миллиона. Также правительство выделило 21 миллион сомов, и мы провели 3-этапную вакцину среди детей возрастом от 9 месяцев до 7 лет. Показатели вакцинации должны вырасти до 95%. Но пока мы не можем достичь этого. По данным РЦИ, за 11 месяцев прошлого года количество отказов от вакцинации превысило 16 тысяч раз. В числе главных причин – религиозные убеждения, сомнения или отсутствие веры в эффективность вакцины. В 2017 году отказ от вакцин по религиозным убеждениям составлял 70%. В 2024 году, благодаря совместным разъяснительным работам с муфтиятом, эта цифра снизилась до 43%. Мы с имамами муфтиата проводим для населения различные мероприятия. Наши граждане думают, что религия запрещает получать любого рода вакцины и пропагандирует вред прививок. Это не так. Религия ни в коем случае не запрещает получать вакцину. Наоборот, мы призываем заботиться о своем здоровье и о здоровье своих детей. Мы сейчас работаем совместно с Минздравом, печатаем брошюры с информацией о вакцинах. Как сообщают медики, первые симптомы кори – это резкое повышение температуры, обычно до 39 или 40 градусов, насморк, кашель, слабость и повышенная утомляемость. Также считаются первыми симптомами заболевания. Человек при заражении корью начинает чувствовать слабость, потерю аппетита, наблюдается покраснение глаз. Высокая температура может держаться до 3-4 дней. Также человек начинает избегать света. При осмотре у детей во рту можно обнаружить белые пятна. Такие симптомы характерны только в случае с корью. Директор Республиканского центра иммунопрофилактики сообщила, что вакцинация обеспечивает 98% защиты от заболевания. Если уровень вакцинации по стране достигнет 95%, сформируется коллективный иммунитет, и число случаев заболевания снизится. Вакцинация – единственный способ предотвратить заболевания, подчеркивают в РЦИ. Мадина Низамова, Аймерим Назарова, Руслан Бароненко, ЛТР Бишкек.